12 апреля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,86 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляют: $1 США от 10,91-37 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,86 до 12,20 сомони, 1 российский рубль от 0,1335 до 0,1355 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром почти не меняются перед публикацией статистики по инфляции в США. Цена на нефть марки Brent составила $85.67 за баррель, марки WTI $81.59 за баррель. Стоимость золота растет в среду утром, пока инвесторы ожидают публикацию данных об инфляции в США и протокола последнего заседания Федеральной резервной системы и составляет $2035.45 за тройскую унцию. Евразийский банк развития планирует инвестировать $600 миллионов в проекте по возобновляемым источникам энергии в течение последующих 3 лет. Об этом сообщил руководитель дирекции устойчивого развития этой организации Альберт Конрад. Банк может сыграть решающую роль в руководстве и управлении развитием новых региональных энергетических проектов в регионе Евразия, способствуя привлечению больших потоков капитала и перехода к более экологичной экономике, сказал Конрад 10 апреля на региональном форуме по целям устойчивого развития ИЭК ООН в Женеве. По его словам, региональные банки развития могут предоставлять критическую массу технической помощи и исследовательских знаний, а также ускорять финансирование проектов, которые не попали в поле зрения крупных финансовых игроков. Он отметил, что региональные банки развития имеют сравнительное преимущество в повышении привлекательности и последующей реализации небольших и средних энергетических проектов. В настоящее время ЕАБР реализует инвестиционный мегапроект «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии». Правление Национального банка Таджикистана своим решением от 6 апреля переформило лицензию ГУП «Сберегательный банк Республики Таджикистан Амонатбанк» на осуществление банковской операции. Глава МБТ Хоким Холикзода при вручении лицензии председателя Амонатбанка Сираджиддину Икроми обратил внимание на качество финансовых услуг, оказание содействия в финансовом посредничестве в стране, увеличение объема выдаваемых кредитов, сообщает об этом пресс-служба регулятора. Он особо отметил кредитование в отдельных регионах страны, и таким образом Амонатбанк вносит весомый вклад в развитие малого и среднего предпринимательства, особенно в производственную сферу. По прогнозам Международного валютного фонда, глобальный экономический рост снизится с 3,4% в 2022 году до 2,8% в 2023 году, после чего установится на уровне 3% в 2024 году. В новом докладе МВФ говорится, что перспективы экономического развития неопределенные в связи с потрясением в финансовом секторе, высокой инфляцией, последствиями вторжения России в Украину и 3 годами пандемии COVID-19. Замедление экономического роста будет особенно значительным в странах с развитой экономикой. Она упадет с 2,7% в 2022 году до 1,3% в 2023 году. Особенно это касается зоны евро и Соединенного Королевства. В базовом сценарии общий уровень инфляции в мире снизится с 8,7% в 2022 году до 7%, а в 2023 году вследствие снижения цен на сырьевые товары. Как отмечают эксперты, инфляция оказалась намного более устойчивой, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Итак, мы вступаем в опасную фазу, когда экономический рост остается низким по историческим меркам и финансовые риски возросли. Но динамика инфляции еще не переломилась, заявил экономический советник МВФ Пьер Оливье Гуренша.
Специалисты Кыргызстана и Узбекистана приступили к работам по восстановлению подземного хранилища в Каваджайском районе Баткенской области для его совместного использования. Об этом сообщила пресс-служба Узтрансгаза. В феврале в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан Министерство энергетики двух стран подписали дорожную карту по подготовке ТЭО проекта восстановления газохранилища «Северный Сох» для его совместного использования. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил, что объем ПХК составляет 2,5–3 миллиарда кубометров. Из них может быть использовано 1,3 миллиарда кубометров газа, а остальные находятся в буферной зоне. Это означает, что мы сможем поставлять в долину 13 миллионов кубометров газа ежедневно в течение зимнего сезона, отметил тогда глава Минэнерго.